18 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью участия в первом саммите Совета глав государств Центральной Азии и арабских государств залива посетил город Джидда, Королевство Саудовская Аравия. В международном аэропорту Джидды имени короля Абдул-Азиза, высокопоставленного гостя, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, встретили эмир провинции Мекки Аль-Мукаррама, советник короля Саудовской Аравии принц Халид Аль-Файсал и другие официальные лица. Для приема высокопоставленного гостя аэропорт был празднично украшен. С двух сторон специальной дорожки выстроились солдаты почетного караула. 19 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, перед участием в первом саммите Совета глав государств Центральной Азии и арабских государств залива из Джидды прибыл в город Мекка Аль-Мукаррама и посетил киблу мусульман Каабу. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и сопровождающая его делегация 7 раз совершили обход вокруг дома Каабы, то есть выполнили таф киблы мусульман на земле. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с делегацией после прочитания намаза помолился за будущий прогресс и процветание нашей страны, дома надежды всех таджиков мира, а также за мир и благополучие славного таджикского народа. Затем, совершив питье воды из колодца Замзам, они поднялись на холм Сафа с тем, чтобы совершить сай. Следует особо отметить, что это паломничество считается 5-м по счету. Лидеру нации удалось 3 раза войти в символический дом Всевышнего Каабу. Постоянная защита светлого имени ислама в регионе и мире, неоднократная публикация священного Корана на таджикском языке, празднование на национальном и международном уровнях, 1300 десятилетия основоположника толерантного ханафистского мазхаба Абу Ханифы Нумона ибн Субита, имама Азама, являются достойными заслугами главы нашего государства в исламском мире, которые позволили ему добиться высокого уважения. Правительство страны в сотрудничестве с Саудовской Аравией ежегодно принимают меры для улучшения условий поездки и пребывания таджикских паломников, совершающих паломничество в Каабу. Далее лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Республики Казахстан, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов стратегического партнерства двух стран. Была выражена уверенность, что последовательная реализация ранее достигнутых соглашений между двумя странами будет способствовать углублению отношений стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана. В связи с этим стороны обсудили ход подготовки к предстоящим двусторонним и многосторонним региональным и международным совместным мероприятиям. В ходе встречи также состоялось обсуждение других тем, представляющих интерес. Главы государств обменялись мнениями для более эффективного использования всех возможностей с целью успешного проведения Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан в августе, а также мероприятий высшего уровня. 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств учредителя Международного фонда спасения Арала. В этот же день лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества, дружбы, братства и добрососедства Таджикистана и Узбекистана. Стороны обсудили состояние связи двух стран как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных и международных организаций. Было отмечено, что участие двух стран в первом саммите государств Центральной Азии и арабских стран залива может служить интересам государств. В ходе встречи стороны также провели плодотворную беседу по другим темам, представляющие взаимный интерес. Далее глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на первой встрече глав государств Центральной Азии и арабских стран залива. В своем выступлении лидер нации отметил глубокие исторические, культурные и духовные узы стран Центральной Азии и региона залива, подчеркнув, что вопросы укрепления многоплановых отношений со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств залива определены в качестве одного из важных направлений внешней политики страны. В этом контексте было акцентировано внимание на важность налаживания
налаживания стратегического диалога в формате Центральная Азия-Залив и выражена готовность таджикской стороны к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных областях экономики, торговли, инвестиций, культуры и других направлениях, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках совместного плана действий на 2023-2027 годы. Была подтверждена актуальность такого подхода в качестве благоприятной основы для реализации конкретных проектов и подчеркнута важность использования потенциала финансовых институтов и фондов развития стран залива и группы Исламского банка развития в этом процессе. Приоритетными областями для реализации инвестиционных проектов были названы сферы энергетики, промышленности, включая легкую и пищевую промышленность, а также сельского хозяйства, банковского дела, туризма, цифровизация экономики, информационно-коммуникационных и транзитно-транспортных направлений. В этом контексте с учетом гидроэнергетического потенциала Таджикистана была подчеркнута особая заинтересованность нашей страны в привлечении инвестиций арабских стран залива для развития зеленой энергетики. Глава государства также высказался о других перспективных направлениях взаимовыгодного сотрудничества, в том числе создании совместных предприятий по переработке экологически чистой сельскохозяйственной продукции, реализации различных торгово-экономических и транспортно-коммуникационных проектов регионального значения, строительстве современных автомобильных и железных дорог с выходом к морским портам, расширение взаимодействия в гуманитарных областях, в том числе в сферах образования, науки, здравоохранения, молодежной политики и спорта, признано эффективным средством укрепления дружбы и близости народов стран двух регионов. Подчеркивая тенденции нарастания глобальных угроз и вызовов, лидер нации остановился на международной региональной проблематике. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением безопасности и изменением климата. Президент при этом высказался в поддержку налаживания более тесных контактов и взаимодействия в решении упомянутых проблем, а также конструктивного сотрудничества в этом направлении с арабскими странами залива. По итогам встречи было принято совместное заявление глав государств Центральной Азии и стран-членов Совета сотрудничества арабских государств залива. Также в этот день лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с наследным принцем и председателем Совета министров Королевства Саудовская Аравия принцем Мухаммадом ибн Салмоном Аль-Саудом в рамках первого саммита Совета глав государств Центральной Азии и арабских государств залива. Стороны оценили первый саммит в формате Центральная Азия-Залив как важное событие современной истории консультативных связей двух регионов и выразили уверенность в том, что его результаты окажут эффективное содействие укреплению уз дружбы и продвижению взаимовыгодного сотрудничества. В ходе встречи стороны выступили за налаживание и укрепление стратегического диалога между государствами Центральной Азии и странами-членами Совета сотрудничества арабских государств залива. Также были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сферах, выгодных для сторон, укрепление дружественных связей, особой роли постоянного диалога высшего и высокого уровня сторон. В ходе встречи стороны проявили интерес к развитию и расширению политических, торгово-экономических связей в рамках совместного комитета парламентской дружбы, совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, инвестиционного форума двух стран и Фонда развития Саудовской Аравии. Выгодным для обеих сторон направлением было признано расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, а также переработки сельскохозяйственной продукции, легкой пищевой, фармацевтической и горнодобывающей промышленности. Было сочтено необходимым привлечение капитала Саудовской Аравии для развития секторов национальной экономики Таджикистана, имеющих широкие ресурсы и возможности. Важным фактором укрепления дружбы и братства между народами двух стран было признано дальнейшее расширение культурных и общечеловеческих связей. В ходе беседы стороны также обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества в сферах науки, образования, туризма, здравоохранения, спорта и молодежи, расширение сотрудничества стран в сфере безопасности, в том числе относительно противодействия современным опасностям и угрозам, стало еще одной темой встречи, вокруг которой стороны обменялись мнениями.